Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что есть сейчас вокруг вас и что будет дальше? Какие события идут в вашу жизнь? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в телеграм-канал. Подписка на телеграм-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на телеграм-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на телеграм-канал. Спасибо. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Сосредоточьтесь только на себе. И мы начинаем. Посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, кто смотрит данный расклад. Человек фортуна. Вы приносите удачу людям. Вас боятся. Вы такая таинственная, загадочная. Люди могут думать, что у вас какие-то есть свои хитрые замыслы, о которых вы не хотите делиться. Такая вся таинственная. И даже вы живете, проживаете с кем-то, встречаетесь с кем-то долгое время, общаетесь и так далее, но вас все равно не могут до конца знать. Вы каждый раз другая. У человека меняется постоянно и настроение, может даже скачет настроение. Вас очень тяжело поймать за хвост, понять вашу натуру, личность, вообще кто вы такая. И даже от этого иногда страшно или такие потемки. Сейчас у вас на данный момент есть какая-то неясность, непонятность вот это вот будущего. Как все будет складываться, потому что есть какой-то хаос в голове. Но человек вы удачливый. Очень много в жизни вам чего удавалось, ловили удачу за хвост. Да и вы еще человек, который приносит другим удачу. Вытаскиваете кого-то даже откуда-то, из каких-то ситуаций, из сложных ситуаций. Продлеваете кому-то жизнь. Может быть, и врачи смотрят. Момент поправки здоровья и так далее. Но себе нет. Нет. Это как ботник без бот. Кем вы являетесь по профессии, всем вы помогаете, все вы выполняете, а для себя не остается времени. Но есть какие-то знания, много знаний. Но вы ими стараетесь не делиться, вы держите это все в себе. У вас есть такие знания, о которых никто не знает. Скрытная вы, очень скрытная и недоверчивая. Вы человек еще такой, которому интересно познавать или неопознанное, таинственное, загадочное, мистическое, или же вам интересна другая культура. Вот кто-то определенно заинтересован чьей-то культурой, культура Китая или культура Индии и так далее. Вы человек, у которого в комбинации, скорее даже вот по крови, вот генетически, если бы вы могли бы поднять все родовые, вы увидите таких людей в своем роду, что вы бы не ожидали или были бы в удивлении расы вашей крови. Здесь также показывают какое-то отдаленное прошлое, которое сейчас в чем-то возобновляется или возобновляется в памяти. Вы скорее, может быть, часто вспоминаете что-то из прошлого, какие-то моменты на сегодняшний день, как было раньше и как сейчас. Глубокое мышление или воспоминание о чем-то. И вы еще такой человек, который что-то вы делаете, то вы копаете аж до глубины. И если вы ищете ответ, вы опять-таки копаете до глубины. Вы пользуетесь разными источниками. Кто-то здесь пользуется какими-то средствами, которые приносят какую-то информацию, достоверную информацию. Возможно, можете сейчас что-то изучать, копайте до глубины. И в принципе, вы человек такой, когда вы в чем-то разбираетесь, то это вот прям аж до косточек обгладываете. Здесь человек, который любит читать книжки. В принципе, живую книгу имею в виду, да, не электронную, а живую книгу. Все можете листнуть вниз в комментарии. Первое имя, на которое наткнетесь, на какую букву, да, первая буква этого имени будет человека, который за вами следит, наблюдает. Вы и так закрыты. Закрытая книга для людей общества, но здесь определенно кто-то или собирает о вас информацию, или интересуется вами, но
вы представляете интерес для этого человека. Вот первое попавшееся имя, не первый комментарий, да, вот на который ткнете, можете, знаете, пальчиком провести вот так, чтобы крутанулось, да, и на первое, как которое упадете имя, первая его буква, это буква имени того будет человека, который вами интересуется. Здесь какой-то сложный вариант. Сложно к вам подойти или пробиться. Вы не слышите этого человека. Возможно, в принципе, и не обращаете внимания. Это информация извне. Вот тут сразу показывает, что к вам пытаются достучаться. Возможно, даже человек имеет какие-то чувства, эмоции, или хотел бы вам что-то сказать, в чем-то выразиться. Но вы вот какая-то, знаете, закрытая для человека. И человек собирает у вас какую-то информацию. Ему интересно вы. Вот, есть и к вам и какой-то интерес. В то же время, я бы еще сказала, вы человек, который пользуется какими-то маленькими практиками. А здесь также и творцы таких практик есть, да, именно мастера тоже пришли на расклад, которые пользуются и большими ритуалами. Я вам скажу, вы умеете, у вас очень хорошо получается. Здесь рядом выходит колесница, да, скорее всего, вы человек, который использует практику, и она работает. Я, кстати, в каждом почти видео даю какие-то маленькие практики, которые эффективные, которыми и сама пользуюсь, которые и безопасны в первую очередь, потому что когда мы делаем какие-то сложные ритуалы, если мы не так сделаем, да, может и, как говорится, комом, выйти. Вот, и отразиться на нас, наоборот, негативно. Поэтому в случае этого для своей же безопасности и для исполнения каких-то, например, ситуаций в вашей жизни, которые вы хотите, чтобы исполнились, мы используем зачастую практики аффирмации симароним. Да? Вот. И здесь у вас эти практики, я скажу, работают или уже в ход пущено что-то, что уже работает на вас. Поэтому вы можете в чем-то даже успокоить себя. И быть рады, вот на самом деле, что это работает. Не у всех бывает, да, получается, но я вам скажу, именно с аффирмациями у всех получается, поверьте. Главное в это верить, и главное, когда вы проговариваете аффирмации, вслушиваться, что вы говорите. Не так прочитать по листочку, а именно в каждое слово вживаться, вот так это назовем, да? Это не как прочитал книгу, увидел фигу, а именно со смыслом. Со смыслом. Человек вы такой работяжка, и любите вы работать на уединении или локально где-то. То есть home office, да, домашний офис, вот так вот, на расстоянии, как это говорят, удаленно. Может быть, и работаете удаленно. Здесь могут, кстати, быть по профессии эзотерики, психологи, да, тоже люди. Или люди, которые на самом деле занимаются какими-то практиками. Еще бы я вам сказала, вы человек, который и духовно очень хорошо развит, и вы скорее вот очень часто прибегаете к каким-то законам Вселенной, да, вот есть такое, каким-то... Вы сами понимаете, что практики работают у вас, что у вас это получается, но вы не завышаете здесь себе самооценку, не задираете нос, да, вы пользуетесь этим сами, или, может быть, и кому-то помогаете, но вы никому не делитесь информацией, ей здесь закрыто. Так. Активный человек, не любите сидеть на месте. Каждый день должен вам приносить какую-то выгоду. Именно выгоду. Пусть это даже, знаете, просто отдохнуть. Это тоже выгода. Это заработать. Это тоже выгода. Это даже сделать что-то по дому. Это тоже выгода. Да? Этот день не должен пройти зря. Вот просто провалявшись, для вас это вот как, знаете, потерять полжизни. Возможно, человек постоянно в каком-то движении находится. Здесь активность какая-то есть. Или, по крайней мере, на сегодняшний день у вас проявляется такая сильная активность. Вообще человек здесь такой, который знает себе цену, который знает, что он делает, зачем идет. Да, здесь такая есть точность, какая-то стратегия. В какой-то степени вы можете являться и человеком, который занимает какие-то высокие посты, места, вакансии. Да, это человек, который руководит, человек, который разбирается в своей работе, в своей профессии. Также здесь показывает человека, который часто может, вот как со стороны это кажется, как давить. Или вот вы заходите, сразу животики втягиваются, с замиранием слушают вас, потому что уважают вас. Здесь какая-то есть какой-то авторитет, да, человек такой. Или
с такой характеристикой именно такого авторитета, давления, управления, вот чего-то такого. Но здесь не идет давление всех подавить, а именно это со стороны чувствуется, вот как пришел начальник, все. Да, вот все. Должно быть ровно, чисто, гладко. Вот как-то так. Также, знаете, я вам скажу, что очень часто к вам идут за советом или прислушиваются, потому что вы в своей жизни чего-то уже добились. У вас есть опыт, у вас есть и знания. Скорее всего, здесь вы кормите кого-то своими знаниями. В принципе, не всех, а отдельно кого-то, да, или помогаете кому-то в чем-то. Также я бы сказала, здесь учителя могут быть, или директора, опять-таки. Вот так. Всегда доводите все начатое до конца, до победного. Если вы даже отложили, вы все равно это возобновите и доделаете. Вот. И с вами спор, это спорить с вами без толку, потому что у вас есть определенная какая-то своя правила. Вот как гвоздь забитый, все уже вытаскивать нельзя. И вот вы такая же. Или скажете, как отрежете. И за вами последнее слово всегда. Ну, у вас еще и дома, да, должно быть все по-вашему. Или стоять так, как нравится вам. Также вы человек такой, вот хочется сказать, около вас люди, как по струнке смирно. Ну, или, по крайней мере, атмосфера такая, когда вы присутствуете, что, да, именно начинают ходить люди по струнке смирно. Так, здесь могут быть и отдают команды люди, вот такие вот, главенствующие. В принципе, по натуре вы своей такая, да, авторитетная. Берете бразды правления в свои руки или же ситуации сложные в свои руки. Здесь мужские энергии проходят. Такая сильная, волевая, ничего не боится. Тут уже, на самом деле, по императору, скорее всего, столько было пережито, что и бояться уже нечего. Все как по шаблону. Если повторяется, то вы уже знаете, как действовать. Смотрим дальше. Что есть и что будет, да? Что есть? Вы знаете, вы уходите, скорее всего, сейчас в мысли, в дела. В мысли, дела, деньги, заработки, куда-то туда. Вам не до веселья, вам не до попрыгуния, не до попрыгать, да, вам даже не до отношений, вам не до чувств совершенно. Здесь кто-то даже и ушел от чувств, в принципе, и ментально ушел. Вы можете жить вместе, но вы ушли от этих чувств, вам важнее какие-то дела, заработки. А у кого-то намечается переезд, кто-то на пороге этого переезда, возможно, даже обдумывание мысли о переезде. Также здесь речь идет у кого-то, вы знаете, как что-то, вот какой-то был камень на душе, но он уже спадает, да, скорее, может, уже и спал или спадает, да, вам уже до этого нету дела. Но комом что-то вот внутри вас держало. Также здесь, в принципе, кого-то держала нудная работа или работа, которая не приносила радость, а только тягость. Вот как-то так. Здесь кто-то занимался чем-то, вкладывал свой труд, но из этого ничего не получил и пошел дальше. У кого-то здесь какие-то горизонты открываются на будущее или перспективы. Возможно, вы даже прокладываете какую-то соломку на всякий случай, да, или откладываете на что-то. Вот. Очень часто думаете о прошлом, вспоминаете это прошлое. Опять показывает карта, вы туда и погружаетесь мысленно. Знаете, есть такая примета, и притом не очень хорошая примета. Вспомнили, ладно, мельком, да, но лучше не вспоминать. Но когда мы вспоминаем из прошлого какие-то тяжелые моменты, откуда ни возьмись, в нашей жизни наступают кризисы, проблемы, когда мы мысленно даже окунемся, вот сейчас мы мысленно окунемся во что-то в прошлое, во что-то, то, что нам трепало нервы, в общем, так, да, или делало нам больно, или разрушало нас. И вот заметьте, что за несколько дней какая-нибудь проблема прилетит. Вот я бы даже сказала, да, это
практика не думать о прошлом, особенно негативном прошлом. Да, о позитивном прошлом ничего, а вот именно о негативном это то самое, что сейчас наделать себе кучу проблем дополнительных. Эти энергии вы уже отпустили, и да, вспоминать об этом не нужно. Или как за вами там бежал какой-нибудь мужик с топором там, или еще чего. Вот такие вот страшные моменты, да, или когда-то вам снился какой-то такой поганый сон, плохой. Поверьте, он сбудется, если вы будете об этом думать и так далее. Это и есть момент плохих энергий. Да и в любом случае, даже когда мы себе что-то накручиваем, а вдруг будет вот это что-то, то обязательно через несколько дней прилетит какая-нибудь другая, ну, не обязательно эта же проблема, но какая-то другая, в виде, в другом. Штраф, например, да, или еще что-то. Поехал и все забуксовало. Вот как-то так. Так. Здесь момент наслаждения своей победой, при том, над чем-то вы победили, но у меня сюда больше закрадывается над кем-то, а не над чем-то. Или в большей степени у кого проиграется, над кем-то вы победили. И здесь даже, я бы сказала, хвалите себя за то, что вы такая, или что в тот момент, да, у вас была такая характеристика, или вы так себя проявили, вернее. Ну и в целом, да, что у вас такая характеристика, что вы так поступили как-то. Тут есть и какие-то надежды. Вы себя тешите какими-то вот, греете, так это называем, надеждами. Очень много о чем-то обдумываете. Что есть? Ну, какая-то ситуация. Кто-то закрыл кредит элементарно. Кто-то погасил долг. Кто-то уже никому-то, кому-то ничего-то не должен. Не должны вы уже. Отвязались вы от этого. А здесь у кого-то был период кризиса, и наступает белая полоса. Я же говорю, что не всегда только дождь льет, да, и выглядывает солнышко. Поэтому здесь именно момент выглядывания того самого солнышка. Здесь скоро какая-то исполнится ваша мечта, или уже исполнилась мечта. Вы так этого хотели. Возможно, это даже может что-то касаться юридического оформления каких-то бумаг и так далее. Вообще здесь идет еще такое слово, что я святая. Не то, что вы себе это говорите, да, у вас вот или кто-то был пророк, да, или по роду, или кто-то верил в Бога, постоянно посещал храм. И вот по вашей вот этой линии у вас есть определенная какая-то рубаха, белая рубаха, защита, да, или как родилась в белой рубахе, да, также говорят. Ну, вот у вас какое-то такое, это вот вас кто-то прикрывает, вас кто-то защищает. Поэтому вот момент удачливости еще вышел, да, первая карта, колесо фортуны, когда мы смотрели ваш портрет. Скорее вас кто-то защищает, отводит вас от чего-то, что может случиться, именно неприятного. Вы сами можете вспомнить случаи из вашей жизни, которые, да, были именно, с которых вы вот просто раз, как из рук дьявола выскочили или, да, именно вырвались. Получение, опять-таки, деньги, большие деньги или ценные бумаги. У кого-то здесь может быть разговор идти о наследстве каком-то, что вам оставят какую-то долю или в целом все, да, звезда и туз пентаклей. Здесь также идет решение о повышении вас на высшую должность по бумагам. У кого-то получение ключей от квартиры, например, или мы переезжаем в новую квартиру, покупка новой квартиры, нового жилья, у кого-то дом, неважно. Здесь может быть даже вот как подарок, да, крупный подарок. К вам идет какой-то крупный подарок. Или получение чего-то крупного. А вы, вот я вам говорю, что тут не только белая рубаха, здесь момент удачи. Это по вот, кто-то вас, кто охраняет, момент того, что из-за этого человека
родового. У вас удача. Скорее даже, я бы еще сказала, человек верующий был и тоже удачливый. Почему-то сюда идет такая информация, что, знаете, прошел человек войну, а на нем ни одной царапины. Здесь что-то есть такое похожее, что человек прошел сложную жизнь, но у человека не осталось боли. Да, человек, когда уходил из этой жизни, он не мучился. Да, он легко уходил. То есть в какой-то степени вот у него в жизни было такое выскальзывание из именно каких-то тоже таких острых моментов. Вот так же, как у вас. Везунчик. Везунчик. Верил в Бога. Я вам скажу, к вам присматриваются люди из-за вашей... Или вас уважают, или вы на высоком посту, да, или у вас много денежек. Вот, да, какое-то такое уважение. Боятся даже сказать что-то против. Я бы сказала, даже здесь идет слово лицемерие какое-то такое. И, знаете, как подлизы. Люди подлизы такие есть. И вот вам как подлизывается кто-то. Вы еще такая женщина, которая не даст себя в обиду на сегодняшний день. Императрица. И она знает, как и денежку заколотить, как и дом поставить, срубить, да, и поставить. То есть какая-то опытность есть. Или, в принципе, какой-то большой опыт. И вот это вам помогает крутиться, и я бы сказала, дальше больше, да, наворачивать эти силы все больше и больше. Ну и получать из этого что-то. Люди, которые, вот знаете, с завистью на вас смотрят, им все и возвращается. Вот именно какая-то гадость, которые завидуют вам в чем-то. А вам есть чему позавидовать. Здесь может даже быть ваша привлекательная внешность. Плюс, знаете, в чем зависть? Что ладно бы вам повезло с личиком, а вам во все везет, вам во всем везет, и с личиком везет, и красиво вы одеваетесь, и все-то у вас есть, да, вот в каком-то таком аспекте смотрят на вас и завидуют именно. Я бы сказала, на вас еще равняться пытаются, сравнивать себя с вами. Вы притягиваете молодых, незрелых мужчин. Они смотрят на ваши ресурсы. Я бы сказала, еще такие молодые, те незрелые, которые склонны к каким-то манипуляциям или ведению. Хоть я и такой незрелый, моложавенький, да, но я буду вести штурвал. Да, хотя вы уже такая дама с опытом и так далее. Возможно, может быть, вы позволяете мужчине принимать решения, да, вставать в сторонку. Но здесь такая женственность какая-то выступает. Не только я все сама. Да, вы даете порулить и мужчине. Вы хотите быть, да, именно женщиной, а не той, которая я все могу сама. Вы уже устали от этого, в принципе. Императрица. Вы хотите, вы знаете, тот момент такой, когда женщина сейчас только занялась собой. Раньше было, ну, как-то так плевать, да, вот, а сейчас мне вот хочется себе или красивенькое платьюшко, или, да, что-то сделать себе, там, маникюрчики, педикюрчики, подтяжечки, там, еще что-то, да что угодно, какие-нибудь процедуры. Заботиться о себе, да, вот сейчас именно, возможно, у кого-то даже остро на этом стоит, потому что я же популярна, или я же пользуюсь успехом, или, да, я яркая женщина, вот, мне нужно за собой ухаживать, или тут момент такой видимости вас. Когда мы смотрим на все общество, то вас замечаем вот да, в числе номер 1. Или вы выделяетесь среди всех. Внешность.
Здесь очень красивая внешность. И здесь все, я бы сказала, помогу. Здесь и талант, здесь и умение заработать, здесь и умение решить какие-то деловые дела. Здесь и умение общения, да, здесь есть и харизма, и интеллект, все, просто все. Здесь императрица, 4 стихии. И у вас здесь, знаете, вот какие-то, я бы сказала, окружение незрелых людей или люди, которые пытаются вас скопировать или что-то слезать у вас, ну вот именно скопировать. И порядочность здесь присутствует, такая интеллигентность даже, да, возможно, даже вы держите спину ровно, вот что-то такое есть, осанка. Да, около вас какие-то лицемеры ходят. Но они в роли, вы знаете, понеси сумку, или же вы можете в случае чего о чем-то попросить, они сделают, да, вот какая-то подмога в какой-то степени есть. Но сразу говорю, люди вам завидуют эти. Хоть они и готовы вам помочь, проявляться, но они имеют какую-то свою выгоду, что если я ей помогу, конечно же, помогу. Потому что у нее есть ресурсы, и когда-то, да, она мне поможет. Вот тут какая-то определенная есть выгода. На вас смотрят со всех сторон. Не проходят мимо, или вы очень сложно забываетесь. Вот так. Даже в уме женщин, да, вы сложно забываетесь. Возможно, даже склонны обсуждать вас, вашу внешность в первую очередь. Как вы выглядите, ваши наряды какие-то, аксессуары. Вообще люди вокруг замечают, что вы хорошо себе живете, ни в чем не нуждаетесь, даже в мужчине. Не нуждаетесь, вы умеете все сама. Видят какую-то вашу самостоятельность, вашу данность от природы, да, вашу какую-то все могу, все возьму, все понесу, пронесу, сделаю. Вот какая-то такая дама. Очень работоспособная. Кстати, здесь может идти момент даже и в коллективе кто-то смотрит на вас, не то что удивляется даже, да, выпучивает глаза, что вот как так можно все уметь или, да, работать. Здесь может быть сложная работа, но вы выглядите шикарно, великолепно, что, да, и не скажешь, что вы сварщица, например, да, по-всякому бывает. Так, далее смотрим, что есть и что будет. Что будет, давайте посмотрим, что у вас в жизни будет. Обман. Ложь какая-то, она уже есть. Уже кто-то дурит на работе, это рабочие моменты. Вам стоит, знаете, ограничить, скорее всего, да, именно близкие посиделки или разговоры о своей личной жизни, о чем-то о своем личном. Здесь, знаете, вот как уши навострили, и вот ждут вашего, вот когда она споткнется, когда она упадет, когда у нее что-то будет плохо. Именно вашего провала, каких-то потерь. Рабочий момент. Вам нужно защищать свою территорию. Ну, больше здесь даже не то, что защищать. Если вы не хотите говорить, не рассказывайте. Здесь имеет место быть о чем-то личном. Вы можете что-то рассказать. Хотя, в принципе, по себе вы человек закрытый, но иногда бываете словечком промолвитесь, да, а оно раскрывает всю книгу, это словечко. Вам очень сильно кто-то уподобляется на работе, копирует вас, вот даже ведет себя, как вы. Старается вот перенять ваши какие-то поведения, действия, активность. Даже вот вы активная, тоже человек пытается таким же стать. Хотя здесь другая идет характеристика. Вы — это не она или он, да, а этот человек не вы.
но он искусственно ведет себя как-то, именно стараясь войти в роль вашу, быть как вы. Даже вы для кого-то пример. Хитрый человек, обманщик. Постоянно врет, постоянно пытается в глазах начальства или в принципе на людях казаться лучше, умнее, мудрее, ярче. Выпендривается, возможно, человек очень много, рассказывает неправду о себе или какие-то ложные сведения выдает, не то, что является на самом деле. Человек просящий, который постоянно, да, или берет займы, кредиты, или весь в долгах, как в шелках. Человек что-то проявляет вовне, внешнее, что он, да, кучеряво живет, например, или ни в чем себе не отказывает. Здесь может быть какая-то даже история быть ложной. То есть он эту историю, возможно, проецирует в коллективе, рассказывает о чем-то, но это ложь, это неправда. Возможно, вы об этом слышали и подозреваете, что это неправда. В принципе, о чем здесь речь, да, что будет кто-то вас копировать, уподобляться вам. Вы сами увидите это. Вы воочию увидите, как человек пытается, ведет себя как вы, да, или то же самое платье, та же самая сумочка и так далее. Это все копирование вас. Имейте в виду. Вот так. Но не дотягивает. В пажах выходит, не дотягивает. До императрицы далеко. Очень далеко. Это еще нужно стать королевой, да еще и пройти всех этих королев, понимаете? Потому что у императрицы 4 стихии. Ей подвластны 4 стихии. Поэтому до вас как до звезды. Далеко. Что еще будет? Ревность. Через ревность обида. Кто-то вас очень сильно приревнует к кому-то. Хочет сказать, к каким-то перепискам, сетям, звонкам, или такая, знаете, у вас занятость, да, вы постоянно можете быть в телефоне или в мессенджерах, общаться, переписываться, куда-то ездить, также опять с кем-то общаться. Но вот здесь будет момент ревности. Вы не уделяете время, или же вы в какой-то степени отдалились от человека или поставили, может быть, на паузу, или отдалились вообще от вас. Ни ответа, ни привета, живете там себе своей жизнью, наслаждаетесь. Может, у вас кто-то еще есть. Какая-то ревность, даже вот элементарно, когда вы заняты. К этому ревность. Работой, деньгами, тоже ревность. Хочется с вами о чем-то... С вами хочется даже вот этому человеку прожить, понимаете, моменты каких-то романтика, приятные разговоры, вот что-то такое. Но вы постоянно или занята, да, если свободно, то это время вы уделяете на что-то другое, но не на этого человека. Здесь будет даже, знаете, такое, что вы почувствуете или увидите его разочарование этого человека, как человек обижается на вас, да, или вот как-то с вами разговаривает, как будто бы вы ничего для него не значите, хотя вы значите очень много. Я вам вижу, опять-таки, вам по барабану. Вам по барабану. Вы в свое, вы в дела. Вы, кстати, я бы сказала, проживаете свою жизнь так, как нравится вам. Вы здесь показывают человека, который независимо от чьих-то чувств, кто-то обиделся, да, вы идете так, как удобно вам. Если вам неудобно и не хочется проводить время сегодня с этим человеком, да, вы вот пойдете все равно по своим делам. Вы не будете ради того, чтобы на вас кто-то там не обиделся, вам плевать. И правильно делаете. Скорее, вы даже, знаете, человек обиделся, отвернулся, ну и вы отвернулись. Вот и все, да. И вы отвернулись. Вот так вот развернется ситуация, что вы отвернетесь от этого человека,
В какой-то степени, я бы сказала, здесь какая-то замкнутость, может быть, даже остановка отношений. Или, в принципе, вам не интересен этот человек, да, здесь покажете всем своим видом незаинтересованность в этом человеке. Здесь такое проявление ваше будет в какой-то степени холодное или занятое. Я занята. Вот так. А человек будет на вас обижаться. Кстати, он очень много о вас думает. Я бы сказала, собственник человек. Вот моя. Но вас нельзя взять, да, в руки. Вы же человек, вы же отдельная личность. Он это понимает. Но так хочется вас вот просто закрыть дома и никуда не выпускать. Но при том, да, чтобы насладиться с вами какими-то моментами. Приятными моментами, теплыми моментами, разговорами какими-то душевными. Вот о чем-то таком. Возможно, даже человек мечтает об этом. Но вы не поддаетесь никак. Будет знаки внимания к вам кто-то проявлять. Причем, скорее всего, это опять-таки незрелая особа. Очень часто незрелые. Так, смотрим дальше. Что будет? Что будет? Что будет? Вам очень сильно кто-то поможет. Причем не кто-то. Здесь момент идет высших сил. Вашего прошения о чем-то вы просили, и вам в нужный момент, вот не было у вас денежки, и нужна денежка. И в нужный момент у вас появляется денежка, именно та сумма, да, может быть, даже в которой вы нуждались. У кого-то здесь, да, это может быть через людей, через родственников, да, через кого угодно. Какая-то помощь. Сломалась машина, и тут вот именно, да, вашу машину могут починить и так далее. Ну вот что-то в таком духе в нужный момент придет помощь. Причем здесь может быть и от близких людей, или, да, здесь еще может быть так, что родственники, или по родственной части, это муж тоже может быть, ваш муж вовремя вам в чем-то поможет, или прояснится какая-то ситуация на ровном месте. Положительно. Здесь момент какой-то удачи. Здесь, кстати, может быть большой выигрыш, или же, да, изменятся ваши планы так, как вы вообще совершенно не строили вы так планы, не думали, что вы, может быть, куда-то отправитесь, да, у кого-то здесь момент дороги, поедете, но здесь момент, счастливый момент. Не то, что нужно, быстро собирай вещи и уматываем отсюда. Нет, здесь момент такого, что вы этого хотели. Не обязательно переезд, это может даже и поездка какая-то быть. Но так будет все складываться, что вы этого не ожидали. Это будет резко, вот как мешком по голове, да, вот как-то так. Не успела очнуться, а раз. И вы здесь, я бы сказала, что-то предчувствовали в своей жизни и что-то просили. Возможно, даже молились об этом. Затрагивали какую-то вот тему общую, но в целом, да, получите что-то наиболее лучшее или большее. Ну так, здесь момент какой-то даже победы. Здесь, я бы сказала, кто-то вас похвалит очень сильно. Но это ваша заслуга. В какой-то степени ваша даже заслуга. Момент получения большой суммы. Вероятность даже получения очень выгодного предложения по работе. Вы этого ждали. У кого-то именно момент, может быть, выгодной покупки, я бы сказала, или крупной покупки в ваш дом, в вашу семью. Здесь также идет момент какой-то прибыли большой в вашу семью. Вот здесь хочется себе даже что-то позволить еще. Я бы сказала, вы не остановитесь на этом, у вас будет какое-то приобретение даже, знаете, связанное с красотой. Или, вы знаете, крупная сумма на какую-то такую вот, может быть, здесь красота, операция, может быть, пластическая, или какие-то процедуры дорогие, да, которые что-то меняют во внешности. Здесь, может быть, даже это одежда, дорогая одежда, или красивая, очень дорогая одежда.
какие-то дорогие, может, аксессуары или ювелирные украшения. Не бижутерия, а именно, может быть, из золота. Да, вы этого не ожидали, но вы предчувствовали, скорее всего. Здесь я бы сказала еще, что, знаете, при сложной какой-то работе вот вы во что-то впрягались, что-то вы делали, старались над чем-то. Здесь момент вкладывания ваших, здесь мозг работает, голова работает, вашей головы, да, вклад вашей головы, умения, навыков, чего-то вы изучали, и вот туда-то вы вкладывались, работали и так далее, и вы получаете для себя в этом, я бы сказала, стабильность, да, или, например, вы изучали что-то, и теперь это стало вашей профессией. Эта профессия для вас стала, вот я бы сказала, стабильной профессией, денежной профессией или высокодоходной профессией. Здесь могут быть момент того, что вы сами учили, не заканчивали высокую школу, университет и так далее, а сами это изучали, где-то вот, да, может, курсы проходили. Мгм. У кого-то момент даже получения корочки, но это не просто будет корочка, это корочка с залогом на будущее, на большие перспективы. Это ваше, я бы сказала, сено, на которое мягко садишься. Вы вызываете бурю эмоций у какого-то человека. Мужчина вами какой-то гордится, притом этот мужчина уже был в каких-то отношениях и вышел из этих отношений. Когда-то у вас с ним были отношения, легкие, может быть, такие, знаете, на лайте или знакомства, но человек, возможно, потревожит вас в том плане, в положительном именно, захочет быть с вами, тот момент возвращения этого человека в вашу жизнь, да, или начнется с ним вот как снова с чистого листа, или начнется с ним общение, конкретное общение, не так, как раньше на лайте, да, уже так по-серьезному, но это к чему-то серьезному может вести. Человека вы этого знаете. Человек, возможно, находится на расстоянии издалека, но он уже был в каких-то отношениях, помните. Незрелый, может быть, или же, да, по себе такой вот, вроде бы столько ему лет, но он как молодой, внешность может его, да, внешне выглядеть молод. Вы о нем очень много думали, вспоминали, представляли, или, да, вот именно, может быть, запрашивали где-то через Таро и так далее информацию. Также вам человек нравится, но что-то здесь есть какие-то обстоятельства, которые, ну, не давали вам быть вместе. Здесь еще может быть, что вы этого человека в какой-то степени рассматривали как партнера в своей жизни. Да, вот каким он будет человеком, если он будет со мной, вот какой он будет муж, какой будет отец. Кстати, здесь могут начаться серьезные отношения, но здесь замес кого-то. Вмешиваться будет какая-то дама. Дама из прошлого. Тут, я бы сказала, у него уже все закончено. Но вот эта дама не спускает глаз с этого человека и, скорее всего, вот будет как-то еще донимать. Или названивать, писать, да, вот как-то... Здесь может быть тайная даже вот как переписка, да, то есть тайна от вас. Хотя ему эти отношения не нужны, мало ли что человек пишет, да, там не пиши сюда. Но опять-таки это расценивается как тайное, правильно? А вам это не будет информация известна. Человек хочет с вами, но и эта женщина хочет быть с ним. Вот тут какой-то треугольничек. Но здесь я не вижу его любви по отношению к этой женщине, да, там уже все. Да, женщина находится в состоянии жертвы. Что делать? Женщина, кстати, возможно, даже затуманенное сознание это выпивает или вот как-то пытается забыться, вот что-то в таком репертуаре. Нет, человек не хочет с ней никаких отношений. У женщины какие-то есть еще и зависимости. Вот так вот. Здесь, знаете, что еще идет? Дурная голова. То есть, или помутненное сознание, и женщина пишет что-то.
но человек не хочет. Здесь все уже, конец. А он идет в вашу сторону, кстати, для чего-то серьезного, для построения семьи, например, да, или совместного проживания, вот, да, или быть вместе. Тянется к вам. Стабильный, денежный, зарабатывать умеет. Возможно, бизнесмен человек или человек сидит на хорошем месте. Ну, возможно, сам себе хозяин. Вы с ним пара. Вы с ним пара. Тут показывают, когда могут начаться отношения у вас. Вы вот знаете, как от всех, и вы, и он, вот от всех бежите. Вы от своих, да, привычек, друзей и так далее, он от своих. Вот куда-то вот обоим хочется чего-то, да, или новая территория это может быть. Вот так. Переезд. То есть взялись, все бросили ото всех и убежали вдвоем. Вот как-то так. Скрыть свою личную жизнь ото всех. Да, здесь может быть, что вы уедете даже с ним куда-то. Уедете. Новый виток событий отношений. Кстати, будете перетирать старье, оно вам не надо. Вот этих бывших, и он начнет ваших бывших. Это не надо. Наслаждайтесь здесь и сейчас, что сейчас есть. Он пришел к вам, он с вами. Вы, кстати, очень такая тоже собственница. Вы, вот знаете, даже здесь начнете что-то еще, опять-таки говорю, вы чувствуете, что он кому-то нужен, но вы здесь, тут такая, вы сами поднимаете об этом разговор, о бывших. Показывают, когда у вас конфликт заключается в том, когда вы поднимаете какую-то тему о его прошлом. Хотя ему это прошлое не нужно, он закрыт от этого прошлого. У вас будет какой-то интерес, любопытство, вынюхивание информации в какой-то степени. Даже будете пытаться где-то найти информацию или через кого-то, через медиумов, ясновидящих, гадалок и так далее. Вам этого не надо. Да? Здесь момент такого, что если вы это будете делать, отношения могут прийти к краху. У мужчины может, знаете, стать выбор какой-то, уходить или оставаться. Вам нужно держать марку. Здесь, как это называется, когда женщина знает себе цену, когда женщина при любой ревности, она хочет заревновать, она развернулась и ушла. И улыбается другому. Например, уж так, если хотите уколоть больно. Да, ну хотя и этого не стоит. Тут момент, вот живите здесь, сейчас, а вы начнете, тут показывают, прошлое поднимать. Прошлое. У вас было свое прошлое, у него свое прошлое. И на этой почве будете вот делать сама себе больно. Здесь момент успокойтесь. Temperance. Успокойтесь. Видите, сами себе делаете больно. Самобичеванием занимаетесь. Тут даже около вас еще появятся кавалеры. Вы будете, знаете, вот общаться с кем-то еще. Ну вот пытаться что-то поменять. Здесь могут, кстати, и закончиться отношения из-за вашей вот какой-то вот этого ворошения прошлого. Быстро могут закончиться отношения. Не нужно как возбуждать это прошлое. Причем здесь кармический партнер. Кармический ваш партнер по судьбе. А вы вот захотите перемен каких-то. Карта смерти выходила. Подумайте.
Ну, вот, не я говорю, карта говорит, подумайте над своим поведением. Нужны ли вам еще перемены? Вам уже дана жизнь, даны какие-то отношения. Причем я вижу, что мужчина к вам настроен серьезно. Так, что еще у нас тут? Ну, какая-то женщина будет влазить именно документально или как-то морочить голову. Здесь момент каких-то бумаг. Вы одержите здесь опять победу какую-то, заберете что-то свое, это материальное касается, выбьете свое, будете за этим стоять зубами, ногами держаться и победите в какой-то ситуации. Какой-то может быть спор, между вами могут ли встать инстанции какие-то, да, судебные разбирательства могут быть. А может быть, кто-то конкретно между вами встанет и вас рассудит. Какой-то мудрый человек, да, у которого какие-то есть или знания, или, в принципе, опытный юрист, опытный адвокат и так далее рассудит. Но вы останетесь при своем. То есть, возможно, даже и чуть больше что-то у вас будет. Ну, также вам здесь какие-то люди с вашей работы, с вашего общества будут помогут советом каким-то. Через них пойдет какой-то совет, чтобы выиграть в какой-то ситуации. Здесь, кстати, женщина обманщица. Обманщица. Злится. Будет злиться на вас. Так. Что еще будет? Вот цените, вот смотрите, да, тут обиды какие-то. Цените то, что у вас есть, то, что вот вам дали пару, человек пара ваша, да, человек ваша судьба. Цените это, и вы будете счастливы. Здесь иногда вот эти обиды ваши приносят какие-то вам же проблемы. Здесь даже, я бы сказала, вы сами оставляете, вот вы строите, потом, да нет, как-то криво, а дай-ка я все разрушу, а потом еще построю. И вот понимаете, а можно же и чуть-чуть или скорректировать, или доделать все же до конца, да, и жить себе припеваючи, да, и у вас получилось. Нет же, тут именно, да, тут уже высшие силы говорят, кричат, стучат вам, что цените то, что у вас есть, то, что вам дают свыше. На самом деле здесь были какие-то уроки пройдены больные. Очень больно было. Но через эти уроки, поймите, это не наказание, это вы научились чему-то, стали в чем-то сильнее. Здесь такая выработка, проработка себя, поэтому вы стали императрицей. Далее, да, на этом не точка, это не говорит о том, что все, окончено, теперь я могу расслабиться и сидеть, плевать в потолок. Нет, здесь момент такой, работа продолжается до конца нашей жизни, до конца, да, пока мы не дойдем, как говорится, до смерти, например. Но именно всегда даются уроки во всем, в отношениях особенно, в ситуациях каких-то жизненных. Над чем-то надо подумать, или повторяющиеся отношения. Там изменял, теперь этот изменяет. Почему? Значит, проблема не в них. Да, не проблема, но, опять-таки, в общем ситуация. Значит, я как-то одинаково поступала там и там. Может быть, что-то позволяла. Или, как говорится, всегда смотрела в рот. А всего-то надо было смотреть на себя. Ну, мало ли, да, у кого по-всякому по-разному, у каждого. Кто как себя вел в отношениях. Но если отношения повторяются, это уже нужно призадуматься, значит, что-то я делаю не так, что они повторяются. Понимаете, вот как здесь в Чехии принято, да, когда ты на кассу вот эту ленту складываешь продукты, бутылки надо ложить вертикально. Не ставить их вертикально, а ложить, да, класть. Давайте так скажем, класть. Это у нас любят поправлять здесь русский язык мой. И если я каждый раз буду ставить, мне будут на кассе, как говорится, надавать, да, зачем вы поставили, положите.
Вот и второй раз, если я опять-таки поставлю, я уже буду знать, что нужно бутылку положить, а не ставить вот так вот вертикально. Понимаете? И вот так же оно в отношениях, в принципе. Это элементарно. Да, до кого-то бывает сложно доходит, почему повторяется какая-то ситуация. Здесь может опять что-то повториться. И опять это быть уроком. И опять будете говорить, блин, какая жизнь поганая. Что будет? Но здесь вот вас показывают, когда вы знаете, из-за чего в вашей жизни конфликты и такие ситуации бывают, случаются, депрессии и прочего. Измените мысли, и мысли ваши негативные какие-то, измените мысли, и все уравновесится. Вы сами себе поможете. Не кто-то, он виноват, он изменил, она плохая, она укусила. Поменять свое поведение, возможно, даже мысли. Представьте себя, вот завтра вот проснетесь, представьте, что вы так сегодня уже утром не начинаете с кофеечка и с, там, да, с запаривания сигаретки, а с чего-то другого. Представьте, что вы выходите из дома и проговариваете: у меня сегодня счастливый день. Представьте, что вы выходите из дома не волосы как попало, а причесанные. Не представьте, вернее, а делайте. Просто поменяйте свои привычки. И вот ради интереса, ради эксперимента, посмотрите, что изменилось, да, в конце вечера даже, и проделывайте это день, второй, третий, посмотрите, что изменилось, изменилось ли вообще что-то в вашей жизни. Увидите, все пойдет по-другому. А соответственно, да, если изменить даже вот такие маленькие детали, как можно поменять, представьте, всю свою жизнь. А давайте я сегодня не буду лениться, а вот сделаю то-то, что я люблю. Да, или открою все свои сильные стороны. Например, я умею красиво рисовать, а создам картину, а эту картину покажу на выставке там или где, или на веб-сайтах каких-то и так далее. Да? Вот как-то в таком проявлении. Просто поменяйте свои действия. Чтобы поменять жизнь, нужно поменять действия. Вот, да, так, равно поставим. Поменять жизнь равно поменять действия. А вы это сделаете, вы поменяете. Вы, кстати, возможно, даже, знаете, вот я говорю то, что все конфликты из-за того, что из-за какого-то повторяющегося цикла, характеристики или чего. Вот я и говорю, что вы что-то, на что-то даже, я бы сказала, вообще окончательно. Вот окончательно перестала привычка лежать в постели там до 12. Да? Вот я проснулась в 9 и лежала до 12. Всегда так было. Я решила это поменять. Решила вскочить, да, и начать что-то делать. Вот, да, какие-то мелкие дела. Но вы, на самом деле, я бы сказала, не просто вы навсегда избавитесь от этого. Быстро, моментом. Здесь король кубков выходит. Но здесь у вас, я сразу скажу, что императрица, да, выходила карта. Здесь есть проявление какой-то такой внутренней силы, мужской силы. Проявление, я бы сказала, заботы, любви к себе здесь будет. Но здесь такое мужская характеристика. Это как мужчина заботится о женщине, вот так вы о себе будете заботиться. А это и есть забота о себе. Даже просто вот я живу скучно, но я поменяю свою жизнь. Я хочу лучше жить. Этим самым вы показываете себе, что вы себя любите. Вы заботитесь о себе, потому что вы хотите лучше жить. Лучше жить никто не отменял. Будете счастливы. Подведение итогов каких-то будет у вас, да? Кто вам делал пакости, опять-таки. Путь к себе идет такой. Но это не эгоизм, я не назвала бы это эгоизмом. Путь к себе, любить себя. Любить себя – это уважать себя, ценить себя. Даже свое здоровье. Это вы вкладываете в себя, тем самым вы любите себя. Но сразу же сбываются ваши какие-то мечты. Сразу же сбываются ваши мечты.
Вот даже вы ходите на работу по определенной дороге или по определенному шаблону. Даже путь поменяйте, дорожечки. Вот ходили так, а теперь вот так. В обходик, может быть, даже. Магия действует. Притом это даже не магия. Это наши, как сказать это, рефлексорные моменты. Да, здесь откроется перед вами. Во-первых, вы для себя многое что поймете. Вот 2 карты. Вы для себя что-то проясните, что оказывается так, можно сделать это просто, да, просто. Жизнь проста, но наши мозги, наши мысли, особенно тяжелые мысли, негативные, они ее усложняют. Теорема проста. Давайте еще посмотрим, что будет. Здесь советы даются. Перемены. Большие перемены. Большие, огромные перемены. Здесь даже вы не уклонитесь. Вы здесь реально будете проводить работу, и вы, кстати, возможно, или посетите какие-то курсы, или куда-то пойдете учиться, или где-то по книжкам будете вычитывать, по интернету, по видео и так далее. Какие-то вот знания здесь идут. Кстати, возможно, у кого-то даже будут посещать какие-то инсайты, информация идет извне для вас, вот именно на эту трансформацию. Тут, знаете, вот как я бы еще сказала, не просто сбудется ваша мечта. Здесь реализация этой мечты происходит через изменение вас. У вас даже, я бы сказала, вообще внутри все поменяется. У кого-то вкусовые рефлексы поменяются. Вот привыкли вы, солененького вам хочется или сладенького, а теперь кислого, да, и острого, там, не знаю. Тут могут быть и вкусовые рефлексы. Или это я не любила, а сейчас я это обожаю. А это что у нас? Какая-то информация несет деньги. Знания. Я бы сказала, ваши знания. Знаете, здесь еще ваша характеристика идет такая, я скажу, недоверчивая. Но это не есть тоже плохо, да. С другой стороны, просто из-за недоверчивости можно упустить какие-то шансы. Но здесь дело не в этом, что вы упустите что-то. Это я в общем целом говорю. Тут идет речь о том, что реально здесь какие-то обучалки. Или вы можете стать учителем кого-то, смотрите, получать за это деньги. Да, или же ваши знания приносят деньги. У кого-то реально идет какая-то или новая профессия в целом. Притом на этом не заканчивается, да, здесь карта мира, здесь развитие этого идет. То есть это не остановится на месте, это будет развиваться или, да, получение больших знаний. Обновляются же технологии, обновляется же, да, все. И вот у вас тоже момент таких обновлений. Здесь кто-то, я много раз сегодня выходит эта карта, здесь кто-то вот сосредоточится на своей внешности. Будете менять свою внешность, и вы постоянно меняете, в принципе, свою внешность. Но здесь вот будет, знаете, такая, я бы сказала, лучшая версия себя. Вы себя даже не узнаете. Если вы сфотографируете себя сейчас и потом в будущем, вы будете говорить, что я намного лучше. Я стала намного красивее, намного лучше, я себе нравлюсь. Да, эта карта указывает, когда женщина сама себе в отражении даже нравится. Может быть, стали даже больше улыбаться. Улыбка красит человека. Вот такой вот был сегодня расклад. И спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.